Да, вот, сейчас иду. Всем привет! Привет! Сегодня мы начинаем запись нашего видеоблога. Знаете, что я недавно узнал? Оказывается, что миллионы лет назад на этом самом месте, где мы стоим, была вода, а на месте Канады был ледник, а в пустыне Сахара росли зеленые деревья. Не верится. Да, не верится, но ведь раньше была другая биосфера. Мы все знаем, что на Земле жили динозавры и мамонты. Вот только мне непонятно одно. Получается, Земля и ее климат всегда менялись? Тогда почему взрослые сегодня так волнуются и все время говорят об изменении климата? То, как люди обращались с Землей последние 100 или 150 лет, сильно ускорило естественное изменение климата, и оно даже выходит из-под контроля. Теперь природа и экосистема не успевают адаптироваться к новому климату. Получается так, как будто мы поставили фильм на быструю перемотку вперед. И что теперь будет? Давайте попробуем разобраться вместе. Смотрите, какое видео я нашел. Климат – самый изменчивый компонент природы. Чаще всего люди путают климат с погодой. Вчера было тепло, сегодня прохладно, завтра дождь. Это значит, погода и климат изменились. На самом деле это не так. Погода – это то, что нам надеть сегодня, шорты или шубу. А климат – это средние погодные условия за минимум последние 30 лет в определенной местности. Например, в какие месяцы начинается весна или осень? Какая средняя температура в определенный месяц? Среднее количество солнечных дней в году и осадков. Изменение климата – это естественный процесс. Изменения предположительно вызваны тем, что количество тепла, получаемое нашей планетой от Солнца, увеличивается или уменьшается. Все это зависит от угла падения солнечных лучей, атмосферы, от земной поверхности, суша это или вода, от растительности, ледяного покрова и много чего еще. Но за последние 150 лет деятельность человека очень сильно повлияла на климат. Использование нефти и угля в промышленных целях растет в геометрической прогрессии. Транспортные перевозки и отопление увеличивают выбросы парниковых газов в атмосферу. Вырубается большее количество лесов, сельскохозяйственные земли используются более интенсивно и неправильно. И это приводит к выбросу парниковых газов, хранящихся в растениях и почве. И все это приводит к ускоренному изменению климата. Климат разбалансировался, так как экологические системы разрушаются и не успевают приводить его в норму. Поэтому сегодня и политики, вслед за учеными, признали, что в последние десятилетия ускорение изменения климата происходит в основном по вине человека. Теперь мы видим, что не только погода, но и климат сильно меняется. Но что это значит для нас? Что скоро наступит ледниковый период или нас затопит водой? Нет, для этого требуется все же сотни или даже тысячи лет. Но вот то, что происходит гораздо быстрее и уже сейчас влияет на нашу жизнь. Вот. К чему может привести изменение климата в мировом масштабе? И как все это может отразиться на людей в Кыргызстане?
Хотя средняя температура на нашей планете растет, изменение климата не будет одинаковым по всему миру, в то время как в некоторых областях становится гораздо теплее, например, вокруг северного и южного полюсов. В других частях, как в Североатлантическом океане, она может стать холоднее, а где-то суше, например, в Калифорнии. Может случиться и так, что в пустыне Сахара станет выпадать больше осадков, а в другой местности такое же количество осадков выпадет реже и в виде сильных дождей. Потенциальные угрозы, с которыми могут столкнуться люди в Кыргызстане в условиях изменения климата, это таяние ледников, повышение рисков стихийных бедствий, сокращение пресной воды в долгосрочной перспективе. Наши ученые говорят, что только 10% наших ледников могут остаться к концу века. Недавно на пресс-конференции начальник информационно-аналитического отдела Департамента водного хозяйства и мелиорации Екатерина Сахваева сообщила, что в Кыргызстане за последние 25 лет потеряно 25% ледников. И произошло это из-за глобального потепления. То есть, нынешнее поколение детей и подростков могут увидеть это своими глазами. Микроклимат также изменится. Погода станет более непредсказуемой. И число ее крайних проявлений – засухи, сели, оползни, наводнения, необычные жара и холод, град, ливневые дожди, небывалые снегопады и сильные ветра – будут увеличиваться. Да, нас, подростков, все это напрямую будет касаться. А многие ли наши ровесники знают об этом вообще? Я закинула этот вопрос на свою страничку Mail.ru Агент. Ого, это у тебя уже столько ответов? Да, этот опрос набрал уже 370 лайков. 45 человек приняли в нем участие. И некоторые даже прислали свое видео. Ну так давай скорее смотреть, у тебя тут и фото, и видео. Да-да, только бери руки, я сама все сделаю. Снимаешь? Погода резко изменилась в сезоны. То зима поздно начнется, то лето рано наступит. Не знаешь точно, когда будет посевной сезон. Да еще и вредители какие-то новые появились из-за жары. Наша семья в этом году не собрала нужный урожай, который мы получали раньше. Я замечаю, что ледники уменьшаются. Видите фотографии? Раньше их было, а сейчас их нет. Раньше здесь были зеленые луга, теперь сорняки и сухая трава. Бабушка говорит, мы думали, что земля только для наших нужд, и забыли, что она не бесконечна. И жизнь создает условия для жизни. И вдобавок к этому еще капризы погоды. Снял? У нас все чаще и чаще стали сходить сели и оползни. Вот здесь 5 лет назад стояли дома, а потом их смыло грязной водой. Было так страшно. Я каждый год провожу лето на джейло. Дедушка говорит, что на пастбищах травы все меньше и меньше. Надо перегонять скорость все дальше и дальше. О, а вот что мне еще прислал мой друг в агенте. Что делают взрослые в мире и у нас в Кыргызстане, чтобы снизить негативные последствия изменения климата? Давай посмотрим. Давай. Изменение климата является глобальной проблемой, и поэтому важно, чтобы каждая страна в мире делала свой вклад в поиск путей решения. Нужно не только готовиться к изменению климата, но стараться смягчить его последствия и контролировать воздействие человека. Для этого страны участвуют в разных международных конференциях, совместно разрабатывают планы управления ресурсами. Нужно обязательно использовать любую возможность, чтобы рассказать людям о проблемах и о том, как их можно решить. Важно и нужно сотрудничать с развитыми странами, которые могут оказать помощь.
В то же время важно начать адаптацию к изменению климата, потому что мы не сможем отменить изменение, которое уже произошло. Мы должны быть гибкими и научиться справляться с изменчивостью климата. Ну, тут все понятно. Нужно разрабатывать соответствующие законопроекты, информировать, повышать образование, но это делают взрослые. А вот что конкретно каждый из нас сможет помочь исправить ситуацию? И не когда-нибудь, а прямо сейчас. Мы с тобой? Не только мы с тобой, а каждый из нас. Ведь существуют простые возможности сохранения природных ресурсов. Это по силам не только взрослым, но и нам. Интересный вопрос. Тут нужно подумать. Ты пока думай, а я себе этот вопрос статус поставлю. Я знаю, неважно, кем я стану, когда я вырасту. Я всегда должен помнить, что вокруг нас все меняется, а мы часть этой природы, и от нашего поведения и отношения к ней будет меняться климат и условия для нашей жизни. Я никогда не должен ехать на машине через луг или мыть ее в реке, а если заняться наукой, то можно Нобелевскую премию получить за какое-нибудь открытие. Да, ты точно можешь. Не завидуй, а сама что-нибудь придумала? Одно из важных условий – это не разрушить экосистемы, правильно? Значит, я должна более бережно относиться к природе и подавать положительный пример для всех, кто меня видит. Нельзя жечь листья и мусор. Да, точно. Я читал, что сжигание листьев, веток, сухой травы больше всего загрязняет воздух в сельских районах. И мы все этим воздухом дышим и можем серьезно заболеть. Да, я тоже нашла. Здесь написано, что органические материалы при сжигании выделяют вредные вещества: 40% углекислого газа, 32% моноксида углерода, 20% твердых частиц и 50% полиароматических углеводородов, которые вызывают рак. Поэтому лучше использовать листья и траву как удобрение. Это безопасно и полезно. А остальной мусор лучше выкидывать в мусорные контейнеры. Пошла положу бутылку в урну. Смотрите, что я еще нашел. Оказывается, пластиковая бутылка будет разлагаться в почве более 100 лет, а полиэтиленовые пакеты 200 лет. Зато дойти до урны каждому по силам. Вау, тебе стали отвечать на твои вопросы? Давай посмотрим, как не только взрослые, но и мы, дети и подростки, можем замедлить процесс изменения климата. Пап, а давай заглушим мотор. Мы же все равно стоим, но при этом загрязняем окружающую атмосферу. А еще и деньги теряем. Бензин же дорогой. О, хорошая мысль. У нас много старых засушенных деревьев вокруг. Нужно их рубить вовремя, например, на дрова, а вместо них сажать больше новых. В этом году мы всей школой посадили фруктовые деревья, а в следующем будем сажать лиственные. Мы хотим, чтобы все вокруг было зеленым. Классно, столько полезных советов. Еще не все. Тут нет видео, но есть хорошее сообщение. Мы должны экономить воду. Некоторые люди любят поливать свой сад в течение нескольких часов питьевой водой. Или бросают шланг с водой на пыльную улицу. Или очень долго стоят под душем. В то время, когда у некоторых людей нет чистой воды, даже чтобы пить. Да, вода когда-то была самой важной на свете. Из-за нее даже случались войны. Спасибо всем за сообщение. Действительно, много хороших советов. Главное, мы поняли, что не нужно ждать, пока мы вырастем, чтобы изменить ситуацию. Я убедился в том, что мы можем делать это здесь и сейчас. Давайте сохраним нашу экосистему. Тем более, у нас есть что сохранять. В Кыргызстане столько красивых мест, где я хотела бы побывать и зачекиниться. Вот именно, сохранять. Это не значит огородить это все стеной и никого не пускать. Сохранять – это значит использовать, но только разумно. Ведь если разрушается экосистема, то разрушается и все остальное. Алло, да, мам? Опять? Ладно, иду домой. Что случилось?
Домой пора, свет выключили. Надо делать уроки, пока светло. Да, значит, пора отключаться. Слушай, а что если мы наш следующий блок посвятим электроэнергии, природные ресурсы и энергосбережению? Новые виды энергии? Я за. Поговорим об этом в следующий раз. Всем пока. Спасибо всем за участие. Пишите мне в личку, присылайте фото и видео по нашей следующей теме. Увидимся на просторах интернета.